Чтобы снизить риски распространения вируса, каникулы для учащихся начальной школы продлены до 8 ноября. Акция по раздаче сала продолжается. Помощь в виде продуктов питания получили порядка 70 малоимущих семей Сунжи. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Осенние каникулы для учащихся начальной школы в регионе продлены со 2 до 8 ноября. Изменения внесены в указ главы республики от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности. Кроме того, исполнительным органам госвласти, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления, руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований, установленных указом. Постановлением главного государственного санитарного врача России от 16 октября 2020 года о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а также иными актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Руководителям исполнительных органов государственной власти региона также предстоит усилить контроль за реализацией указа главы Ингушетии от 13 апреля 2020 года об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти республики и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 28 лет исполнилось событиям осени 1992 года. В эти дни в регионе чтят память погибших и делают дуа по всем без вести пропавшим. Вместе с тем продолжается благотворительная акция по раздаче сала. Помощь в виде продуктов питания сегодня получили порядка 70 малоимущих семей Сунжи. Раздача наборов первой необходимости проходила на складе благотворительного фонда «Вошел». Подробности в сюжете. Мясо, мука, сахар и не только. Такая помощь всегда, кстати, признается Марина Томова. У нее 3 детей, финансовое положение трудное. На пункт раздачи сала она пришла не столько за продуктовым набором, сколько выразить благодарность за внимание, которое оказывается малоимущим и пострадавшим в ходе трагических событий осени 1992 года. Эта дата памятная и для нее. Ей было 15, когда потеряла родных. 30 числа حضارس ديال جهادين تأول ورس بدر سخان سوزان كير خش دني كيرسو جا إيش هم خل هم درس بدر يالش جهان سوفون تو دكتور أستاذيات سون بدر يالش وكيجش نخاير ونطويق إداق من لا سجان الله رياس خلط دحقوق تغار مسكش نخا بوش تدجدر وبريزيدنتا ير помощь яра долгабу саду. К складу благотворительного фонда «Вошел» с самого утра съезжаются все больше людей. Все они значатся в списке малоимущих. Представители фонда обзвонили каждого еще накануне. Хава Абдулхаджиева в их числе. В Сунжу она переехала больше 25 лет назад во время первой чеченской кампании. В первое время с братом и детьми находила приют у неравнодушных горожан. Сейчас же семья живет в щитовом доме. Забрать сах пришла и Анжела Дзейтова. Она, как и все присутствующие здесь, выражает слова скорби всем, кто так или иначе потерял близких и родных. دال موكش مرش لحتي الله موحك بيزوج شو دال دقة دال دال بنت عندها أخويتهم بول دال قشط وتسارع لا صادوت غار وش فندق فش نوقستل جاغ مدو أغاش لينينا جا نوقستل مديات ليش نسون باني يايتا بيرش لوش ميختي باتش تقيستاتو продукты из бани я док чону пострадать не начал да
жо улу эхтапсун. 24-й дом по улице Калиматова, адрес который знаком многим. Склад фонда «Вошел» собирает здесь помощь для нуждающихся не первый год. И сегодня, по словам Абдурахмана Гайтукиева, также не терпится раздать собранную здесь партию продовольствия. Список еще, когда образовался фонд «Вошел», 7-8 лет назад, была такая система придумана. Люди сами, малоимущие, приходили, вот тут у нас находился офис, писали заявления, оставляли, потом инспектора ездили, проверяли, правда ли, нуждаются ли, насколько это правда. И на основе этого мы подписывали заявления, и данные с этих заявлений мы вносили в компьютер. Таким образом у нас образовался список благотворительного фонда «Вошел». 70 семей, столько же историй и судеб. Кому-то довелось пережить утрату близких, а кто-то просто оказался в безвыходном положении. Старт этой благотворительной акции дали еще в пятницу по поручению главы республики. Сегодня помощь оказывают тем, кто не успел получить ее накануне. Муслим Ганиев, Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов. Новости 24. Он прожил короткую, но полную героических подвигов жизнь. Салман Аздоев вписал свое имя в историю как отважного сына своего народа. Во время событий осени 92 года в пригородном районе, рискуя жизнью, он спасал беженцев, помогал раненым. Но самому выжить не удалось. Ушел из жизни совсем молодым, ему было всего 26. История героя в репортаже Тамары Хашагульговой. Черно-белые фото – единственное, что осталось у родных от Салмана Аздоева, который погиб на Чермянском посту, спасая беженцев осенью 92-го. Он родился и вырос в Плиево, 5-й ребенок в семье, был всеобщим любимцем. Активный, веселый, добродушный и смелый. Салман всегда выделялся на фоне сверстников. Тогда никто и предположить не мог, что уготовила ему судьба. Особая его черта была – это добродушность. Он был очень добродушный ребенок, ко всем очень относился хорошо, все время шутил, все время центром внимания был Маснаа. И вот так вот рос он. Вырос тоже он, ни родителям, никому проблем не создал. Он учился в школе хорошо, занимался спортом, там, со своими сверстниками, играл в футбол. В 85-м вместе с другом детства Батыром Гордановым Салман Аздоев отправился служить в погранвойска на границе с Ираном. Туда направляли только лучших, потому как служба была сложной и ответственной. Чуть позже его перебросили для службы в береговой охране в Анапу. Первый раз возможность спасти чью-то жизнь ему представилась именно там. Молодому человеку, что называется, везло на подвиги или просто хорошо усвоил истину о том, что для них всегда есть место в жизни. Вот у Сури, когда он отдыхал, потом позже я это узнал, он спас ребенка, по-моему, 12-летнего ребенка. Он спас, когда ребенок тонул. Там течение большое, а волны большие. Совладать со стихией воды наш герой смог дважды. Только вот человеческой подлости уже на суше Салман противостоять не смог. Очередному подвигу суждено было стать последним. Когда Салман услышал о том, что происходит в пригородном районе, он был с братом в Хабаровске. Саварбек вспоминает, Салман без всяких раздумий полетел домой. Он решил спасать беженцев вместе со своим другом детства и сослуживцем Батыром Гордановым. Был очень тяжелый день. И на второй день мы с Салманом были вместе тот день, помогали, развозили людей, как смогли. Салман был очень трудолюбивый человек. Он ни секунду даже не останавливался. Бегал, кому что, помочь. И вечером мы расстались. Я приехал домой. Как они говорят, шли танки, БТРы. Вот стрельба была вот именно оттуда. Брату попала, через печень пуля прошла. Вот именно такая пуля, которая не с автомата, а вот крупнокалиберная. Патрон был. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Салман умер на операционном столе в республиканской больнице. Ему было только 26 лет. Он не успел обзавестись собственной семьей, но зато оставил после себя главное – имя настоящего героя, храброго сына своего народа. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Статистика по коронавирусу снова бьет рекорды. В мире, по данным университета Джона Хопкинса, уже более 45 миллионов заболевших. ЕС признал осеннюю вспышку эпидемии второй волной. В России число инфицированных также ставит новый антирекорд. За минувшие сутки, по данным Оперштаба, выявлено 18 140 случаев. Общее количество заболевших перевалило за 1 618 000. В Ингушетии суточный прирост составил 56 случаев. Всего, по официальным данным, заболевших COVID-19 7344. Выписаны из больницы более 5800 пациентов. В Малгобеке строят новую центральную мечеть. Инициаторами богоугодного дела выступили двое местных жителей. Они пожертвовали свои земельные участки. Ну а средства на возведение – дело добровольное. Здание будет трехэтажным. В новой мечети смогут молиться одновременно 4000 прихожан. О ходе строительных работ репортаж Муслима Ганиева. 45 на 45 даяр. Ерді. Локал 45 метров ер. Идеальные пропорции – это далеко не единственный плюс новой мечети Малгобека. 4 минарета высотой около 60 метров, с десяток куполов, восточный дизайн. Одним словом, здание святыни станет самым красивым и высоким объектом города. Первый этаж – маашнаха. Второй этаж – балконье. Маашнаха. Отдельный вход озер хуги, отдельный вход халнаха хуги, третий этаж. Святыня строится в восточном стиле. Такие можно увидеть в турецких городах. Они привлекают своими высокими минаретами и исламскими росписями на куполах. Для нашего региона вид дивный и новый. А строят мечеть специалисты из Турции. Ассаламу алейкум, Ингушетия. Это проект. По-русски мало говорите. Я говорю турецкий. Извините. Купол опирается на столбы, но несмотря на это, все воспринимается как единое целое. Барабан купола будет снабжен множеством окон, через которые в мечеть будет проникать свет и освещать орнамент стен. Мечеть строится в 3 этажа, она вместит около 4000 прихожан. На ее территории построить еще одно двухэтажное здание. Там разместятся административные помещения, а также будут созданы места для омовения. Waha işte ve mek peymarit arak hamiyatsım der. Yallah yer dak mecdik dolum der. Dukkuna daqwat mecdik yer dolum der. İşte ve del ilçi dagwi aleyhi salatu vesselam sunti tla naxs dagı der. İşte mohti gayro. Tak duk belhij der toz jo dukna holok ono qostal der tun. Sunda şey toyno tun ono qostal meldeş saga u herig malgabe tsarağı barkala khas. Jo holok der tun washul der tun. Duk qitsimiya yani walı suhşi hamawi ya khaj qamehtalis hatsini hans qasta peymarit ara khalara peymar oğuveyn buçsa qoqas peymar aleyhi salatu vesselam. Da bolhoş deling ya hammuqa yalgırtış хули şi ehtu bollujdul hamlil diyor dukna ono qostal der. Решение построить новую мечеть принято давно. За строительство взялись еще несколько лет назад. Такой долгой задержки есть объективные причины. Однако в этом году работы набрали небывалый ход. Oxşar çadik bol bə bu duq na holuq dəşdə duq na kirpişkən nit xon çaq armaturya nit xon hans işte dadi sa wagwat duq na woşul holuq dət xon şi ehtu bol çut adaxu işte qoda şi xon noğustal dəçi çadik kətər xon da خوقزه خوق أخش حدل ديزي أخش حمدات مثلا سقوا حاوين حمي مرد الدرس سؤال شيء أزد على الدواء مثلا حمي مرد الدرس يعني هذا مثلا هنس كورج دواء كورج وتجي دقناها هرني شو تات سكورج ديال الشنس الله تجد إيش كورج تبادت أخويشت مثلا سقوا داشي وين سجيت توتي اللي شيت توتي نقاسن سؤال شيء أزد توتي هندق كديك الكورج زيادة هنا. Старая центральная мечеть города пришла в непригодное состояние. Повсюду трещины, да и вместительность мала, тогда как число прихожан только увеличивается. В той мечети одновременно могут совершить молитву около 1000 человек, в этой же в 4 раза больше. Людей много сейчас, населения много, соответственно, и мечеть наша старая не вмещает. Прекрасное место, мечеть большой, я думаю, в ближайшее время мы все будем там молиться. Площадь мечети занимает более гектара. Двое жителей Малгобека пожертвовали для ее строительства свои земельные участки. Деньги собирают все вместе. Простые жители, бизнесмены, меценаты. Каждый помогает, чем может. Кто арматуру привезет, кто подвоз цемента организует.
Главная святыня Малгобека нуждается в нашей с вами помощи. Ведь помимо того, что мусульмане смогут совершать здесь пятничную молитву, каждый вложенный рубль или уложенный кирпич будет свидетельствовать за нас в судный день. А на этом, как известно, экономить нельзя. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. 27 ингушских новобранцев пополнили ряды вооруженных сил России. В Республиканском военном комиссариате состоялась очередная отправка призывников. Ребята будут служить в военно-воздушных силах. Из-за сложной эпидобстановки торжественные проводы пришлось отменить. Но это ничуть не отразилось на боевом настрое будущих защитников Родины. С ними пообщался Идрис Ижиев. Выглаженная форма, начищенные сапоги и ровный строй. 27 новобранцев из всех уголков Ингушетии отправляются на службу в армию. Это уже третья группа в рамках осеннего призыва. С сегодняшнего дня вы являетесь рядовыми. Я подписываю военный билет, там уже рядовой. Поэтому все. Отчет сегодняшнего дня у вас пошел. На дорогу до места назначения уйдет несколько дней. Ребята будут проходить службу в Новосибирске, в военно-воздушной части. Ребята с Сужинского военкомата, с Назрановского и с Малгобекского. С 3 военкоматов отправляется 27 человек. Военно-космические силы считаются как элитные части. Вот. У нас они убывают в Новосибирск. Уже оттуда, с Новосибирска, там тоже будет и учебная часть. Оттуда уже дальше будут они служить по округам своим. Кто-то из них решил отдать гражданский долг после окончания вуза, но большинство в армию идут после школы. У Рамзана Цуроева мечта стать моряком зародилась еще в детстве. Хотел служить в военно-морском флоте, но по распределению попал в воздушные силы страны. В осеннюю призывную кампанию запланирована отправка из Ингушетии 200 новобранцев в различные рода войск. Команда полностью в составе укомплектованная. Представители, 4 человека прибыли с Новосибирска. Значит, и он полностью проверил их. Значит, никаких нареканий, замечаний не нашел. Его это все устраивает. И вот буквально через час мы будем их сажать в специальный автобус, который уже полностью прошли дезинфекцию, потому что у нас есть договоренность с АТП. Это вплоть до того, что и водители обеспечены и масками, и перчатками, и автобус полностью готов. Из-за сложившейся эпидситуации родственников и родных призывников на территорию военкомата не пускают. Прежде чем надеть форму, ребята прошли дополнительную медкомиссию. На территории военкомата разбиты специальные палатки. Здесь должны проходить изоляцию призывники с высокой температурой или те, кто сдали первый экспресс-тест на ковид с положительным результатом. Как мы видим, зараженных сегодня нет. Отправку групп призывников продолжат до конца декабря. Всего по стране в рамках осеннего призыва ряды вооруженных сил пополнят более 150 тысяч человек. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушский боксер Рашид Кадзоев досрочно победил венгра Тамаши Лоди на престижном профессиональном турнире в Минске. Проведя ярких 5 раундов, Рашид точным ударом вскрыл блок оппонента, завершив бой техническим нокаутом в середине встречи. 8-я победа боксера и ни одного поражения. Яркое выступление позволит Кадзоеву подняться в мировом рейтинге для дальнейших выступлений на престижных турнирах мирового бокса. В Ингушетии стартовал открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу. Участие принимают более 700 спортсменов из разных регионов России. Соревнования проходят во дворце спорта «Магаз». Лучших в различных весовых категориях будут выбирать в течение нескольких дней. Сегодня состязались юниоры, а в воскресенье пройдут схватки между взрослыми джитсерами. Слово Харуна Оздоеву. Бразильское джиу-джитсу набирает популярность на Северном Кавказе, и этому свидетельствует открытый турнир «Магаз Open 2020». Здесь царит настоящий ажиотаж, и эмоции кипят как у зрителей, так и у самих участников. Ингушских болельщиков порадовали выступления самых маленьких джитсеров, которые показали хорошую подготовку, характер и волю к победе, несмотря на то, что это их первые соревнования в жизни.
В соревнованиях участвуют представители традиционных школ бразильского джиу-джитсу, среди которых не только борцы из северокавказских республик, но также юные джитсеры из центральных регионов России. Такая география и уровень спортсменов создали колоссальную конкуренцию для ингушских атлетов. Рахим Джандаров, представляющий клуб «Тим Стрела Магаз», впервые участвует в подобном турнире и, несмотря на свой юный возраст и неопытность, держится, как и подобает настоящему воину, в обеих схватках, которые состоялись у него подряд одна за другой. Первый когля церцус, откинь почти халя церцус, потом гулик аштей халэй вауасис, гулик аштей. Земи бёг дау скот пячханус сразу шки второй схватка хави хорсуца. Цусу когш халя цачхан хави вауасу, гард ачхайчхана уже тусуцец. К участию в турнире заявлено более 700 спортсменов, половина из которых юниоры, а сами схватки проходят в разделах ги и ноу-ги. Победители и призеры смогут побороться в абсолютном весе. Столичный клуб «Тим Стрела Магаз» выставил 15 борцов. Для наших джитсеров это хорошая проверка сил и навыков, а для некоторых стартовая площадка в мир большого спорта. Для многих ребят это будет такое большое испытание, поэтому я надеюсь, что они психологически именно готовы к этим соревнованиям. Во всем остальном физически и технически они, ребята, все подкованы, у них весь арсенал есть. Остается, чтобы они были морально готовы к этим соревнованиям. Что касается взрослых, те ребята, которые там в взрослых категориях участвуют, они уже были на соревнованиях, они уже привычны к этому делу. Не каждый регион может принять турниры подобного масштаба. Нужна большая арена и достаточное количество зрительских мест. В этом плане дворец спорта Магаз идеально подходит. Проблемой этого года стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Тем не менее, запланированное мероприятие удалось провести, хоть и с полугодовым запозданием. Мы идею не оставили, у нас было несколько турниров запланировано на этот год, и с первой же возможностью мы приехали именно в Магаз, потому что всячески и со стороны властей, и со стороны граждан нам оказывается поддержка, помощь, и на ура проходят турниры здесь. Соревнования проводятся с принятыми правилами по джиу-джитсу с ограничениями по времени и начислением баллов. Титулованных спортсменов на турнире немало. Один из них – Степан Сашилов, чемпион мира 2019 года. Здесь он представляет свой родной город Смоленск. Без труда выйдя в финал, Степан уверенно начал схватку и набрал 4 очка. Но на последней минуте угодил в тиски удушающего приема соперника и чуть было не проиграл. Но бойцовский характер дал сил юному джитсеру не сдаться и выиграть по истечению времени встречи. Чтобы выиграть, надо терпеть, в кровь пол биться. Это как в школе экзамен, так же ты и здесь даешь. Пришлось терпеть, я уже знал, что мало времени остается, я вел и пришлось терпеть. Спасибо, тренер, отец, за то, что ты меня все время поддерживаешь, говоришь, что делать и тактики рассказываешь. Спасибо, что поддерживаешь. В воскресенье поклонников бразильского джиу-джитсу ждет второй заключительный день турнира, где право сильнейшего будут оспаривать взрослые спортсмены в своих весовых категориях и в абсолютном весе. Харун Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24. 3 ноября пройдет «Ночь искусств» – акция, открывающая двери в мир прекрасного. Музеи, театры и выставочные залы будут принимать посетителей дистанционно. Мероприятие уже стало традиционным и популярным. В этом году девиз акции «Искусство объединяет», но в режиме онлайн с учетом эпидобстановки. Подробности у Хавы Газиковой. «Ночь искусств» – это продолжение акции «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь», которая завершает годовую серию и проводится ближе к концу года. Основная цель – предоставить жителям возможность бесплатно культурно просвещаться. Впервые «Ночь искусств» отметили в стране в 2013 году. На тот момент акция прошла только в главных городах – Москве и Санкт-Петербурге. В Ингушетии она состоится в 6-й раз. Максимально сократить дистанцию между зрителями, но не с искусством. В прошлом году эта ночь объединила более 700 тысяч человек. На этот раз акция пройдет в онлайн-режиме. Мера вынужденная. Лена Богатырева с детства интересуется спектаклями и музыкой. Делится, что без выступлений вживую впечатления не те. Появляется иногда желание куда-то пойти, посетить какой-то театр, спектакль, например, посвященный мотивам произведения Идриса Базоркина. Я понимаю, что правительство заботится о нас, поэтому и ввело ограничения. И когда я услышала, что 3 ноября будет Ночь искусства,
Вы знаете, я обрадовалась. Мне кажется, все мои студенты, и я в том числе, хотя я уже довольно-таки взрослый человек, мы все примем участие, и нам это пойдет на пользу для нашего духовного развития. Собрать любителей прекрасного в виртуальном мире творчества и искусства. Оценить культурную программу жители смогут, сидя дома через YouTube или Instagram. В прямом эфире концерт мастеров искусств филармонии имени Хамхоева или же оценить один из самых древних видов искусства – театральное. Филармония проведет цикл мероприятий, конкурсы стихов, конкурс песен, конкурс рисунков. Они будут один за одним идти в последовательности. Наши в этот же день, 3 числа, с вечера покажут спектакли. Театр юного зрителя «Гроза» по пьесе Островского представит спектакль. Кроме того, «Гамлет» по пьесе Шекспира и детский спектакль «Аладдин» и «Волшебная лампа Аладдина». Познакомить зрителей с культурным наследием страны. Главная цель мероприятия – начало бессонной ночи запланировано на онлайн-платформе 3 ноября с 6 до 11 часов вечера. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.